Бисмилля, альхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах, амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, дорогие братья и сестры, единобожники. С позволения Аллаха Субханаху ва Тааля мы продолжаем читать книгу изучения Ля Иляха Илляллах, и мы с вами дошли до 10 главы «Как проявить неверие в Тагута». И мы дошли до слов Аллаха Субханаху ва Тааля, который сказал о своем любимце Ибрахиме алейхиссалям. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا. Я удаляюсь от вас и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, и обращаюсь с мольбой к моему Господу. Быть может, благодаря молитвам к моему Господу я не буду несчастен. Обратите внимание, дорогие братья, что Ибрахим алейхиссалям перед тем, как отдалиться от идолов, он отдаляется от мушриков. Он говорит: «Ва'атазилукум» – «Я отдаляюсь от вас». «Вама тад'уна мин дуниллах» – «И тому, чему вы поклоняетесь», то есть ваших тагутов, ваших лжебожеств, в первую очередь отдаляется от многобожников, а потом, что отдаляется от их идолов и их тагутов. И сегодня мы видим тех, которые говорят: нет, отдаляют отдаление от мушриков от куфр бит тагут. Либо же говорят: нет, такфир мушриков не входит в куфр бит тагут, валя'яду биллях. Чего мы разобрали в книге «Кто такой тагут» и как проявляется куфр бит тагут. Можете, иншаллах, пройти, почитать и также послушать эти уроки. Мы еще до этих уроков не дошли, однако, иншаллах, как только мы дойдем, можете, иншаллах, и послушать. Ибн Касир, рахимахуллах, в тафсире этого аята, Аллаха Субханаху ва Тааля, который говорит: «Ва'атазилукум вама тад'уна мин дуниллах» – «Я удаляюсь от вас и от того, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха», говорит: «Ай аджтанибукум ва атабаррау минкум ва мин аль-алихатикум аллати та'будунаха мин дуниллах». То есть отстраняемся от вас, отстраняемся и отрекаемся от вас, проявляем к вам бара, непричастность, и от ваших божеств, которым вы поклоняетесь помимо Аллаха. В этом аяте также Всевышний Аллах указал, что отстранение от многобожников ранее от тех, кому они поклоняются. Иджтинаб – это больше, чем просто тарк. Иджтинаб – это больше, чем просто тарк. Иджтинаб – это то, что ты был в одном стороне, а тот, кого ты иджтинаб делаешь, отдаляешься от него, был в другой стороне. То есть ты должен избегать этого. Ты должен проявлять непричастность к многобожникам и к многобожию, и к тагутам, и лжебожествам, которым поклоняются помимо Аллаха Субханаху ва Тааля. И когда этого не будет, когда человек не изучает основу религии, не знает, что такое иджтинаб, не знает, как проявлять куфр бит тагут, и вот там у него проявляется халяль, проявляется противоречие. И из-за этого мы видим, что человека сегодня называют мусульманином, а он демократ. Человека называют сегодня он мусульманином, а он тагут, который судит не потому, что не спасал Аллах. Человека называют мусульманином, а он работает в суде у тагута. Человека называют мусульманином, а он секулярист. Человека называют мусульманином, а он многобожник, который поклоняется другому помимо Аллаха. Человека называют мусульманином, а он идет и делает, субханаллах, поклонение, посвящает могилам, поклонение посвящает каким-то лжебожествам, просит каких-то умерших шейхов. Валя'яду биллях. Человека называют мусульманином, а он отрицает сифаты Аллаха Субханаху ва Тааля. Человека называют мусульманином, а он никакого отношения к исламу не имеет. Клянусь Аллахом, мы живем в удивительное время. И сказал имам Абдуррахман ибн Хасан, рахимахуллах: وقال عنه عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله اعتزال الشرك وأهله ببراءة منهما، كما صرح به في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده والذين معه هم الرسل، كما ذكره ابن جرير رحمه الله. وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله، أي شيخ محمد ابن عبد الوهاب،
من تحريض على التوحيد ونفي الشرك والموالاة لأهل التوحيد وتكفير من تركه بفعل الشرك المنافي له، فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان، فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد. وقد قال تعالى في حال من أشرك وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار، فكفره تعالى باتخاذ الأنداد وهم الشركاء في العبادة. وأمثال هذه الآيات كثيرة، فلا يكون موحدا إلا بنفي الشرك وبراءة منه وتكفير من فعله. Allahu Akbar. Обратите внимание на слова шейха. Говорит, сказал Ибрахим, алейхиссалям: «Я удаляюсь от вас, от мушриков, и после от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, и является обязательным отдаление от ширка и от того, кто его совершает, с отречением, с бара, проявляя непричастность от них обоих». Как разъяснено это в словах Аллаха Субханаху ва Тааля, который сказал: «Прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто был с ним, из числа муахидов, то есть пророки. Они сказали своему народу: мы отрекаемся от вас и от тех тагутов, которым вы поклоняетесь помимо Аллаха. Мы отвергли вас, и установилась между нами и вами вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха». Этот аят объединяет все, что упомянул наш шейх, то есть Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб, рахимахуллах, из побуждения людей к таухиду и отрицания ширка, к проявлению муаля, любви к приверженцам таухида, и такфира тем, кто оставил ее, совершая ширк, противоречащий таухиду. Поистине, кто совершил ширк, тот оставил таухид, так как это две взаимоисключающие и противоположные вещи, которые не собираются вместе. Там, где появляется ширк, исчезает таухид. И как сказал Всевышний Аллах относительно положения мушриков, и равняется Аллахом других, чтобы сбить людей с его пути. Скажи, пользуйся благами своим куфром немного, воистину ты будешь одним из обитателей огня. Просим Аллаха защиты от этого. И куфр его во Всевышнего Аллаха в том, что он взял других кого-то, либо чего-нибудь сотоварищами в поклонении ему. И подобных аятов в Коране очень много. Человек не будет муахидом до тех пор, пока не выступит против ширка и не отречется от него, и не вынесет такфир тому, кто совершает его. Субханаллах. Эти слова шейха передаются в Ад-Дура Руссания во втором томе в 204 странице. Обратите внимание, что шейх приводит два аята, которым что Ибрахим, алейхиссалям, говорит: «Ва'атазилукум», «Я отдаляюсь, удаляюсь от вас». В первую очередь. «Вама тад'уна мин дуниллах», и тому, чему вы поклоняетесь вместо Аллаха. И также Ибрахим, алейхиссалям, говорит: «Инна бураау минкум», мы не причастны к вам, проявляем бара, непричастность к вам. «Ва мимма та'будуна мин дуниллах». Так, отдаление от мушриков, проявление, скажем, неверия к мушрикам, перед тем, как проявление непричастности к мушрикам, бывает перед тем, как проявлять непричастность к их тагутам, к их лжебожествам, которые они поклоняются. И подобные слова имамов – это нож в сердце для джахмитов и мурджитов. Если кто-то скажет в этом аяте, что в этом аяте речь идет об открытом выявлении вражды с кафирами, и если вы утверждаете, что этот аят из условий куфр бит тагут, то это должны быть условием, а вы говорите, что нет, то как вы исключили это? Мы скажем этим: во-первых, это не мы исключили, а сам Господь миров Субханаху ва Тааля разрешил ее не выявлять в случае опасения зульма от кафиров, как Аллах Субханаху ва Тааля сказал: «Илля ан таттаку минхум туках», за исключением тех случаев, когда вы действительно опасаетесь их. Ибн Каthир, рахимахуллах, в тафсире этого аята говорит: то есть, если кто-то в действительности опасается их, находится в опасности, в некоторых странах и в некоторых обстоятельствах, то в этом случае верующий может демонстрировать свою дружбу внешне, но не внутренне. Эти слова передаются в тафсир Ибн Каthира. Из этого мы понимаем, что убеждения в соответствии с этим аятом обязательны и являются условием куфр бит тагут, в отличие от их выявления.
То есть мы должны в любом случае быть убеждены в бутляне мушриков и в бутляне тагутов. Мы должны проявлять к ним непричастность, выносить им такфир, считать их заблудшими, считать их тагутами и мушриками. Однако выявлять эту вражду, либо выявлять такфир, это что смотрится на состояние и силу и возможности человека. Однако иметь убеждение это является условием куфр бит тагут. Поэтому если человек не последовал этому прекрасному примеру, внешне из-за опасения, но последовал в убеждениях внутри, то он оправдан и является на религии Ибрахима, алейхиссалям. Но если же он и внутри не последует ему, то как мы скажем, что он на религии Ибрахима? Никак, потому что у него нет религии. Во-вторых, то, что в этом аяте есть суть куфра бит тагут и пример того, как она выполняется. Сказали имамы этой общины, а не мы от себя. Это слова имамов. Более того, было сказано, что отречение от мушриков первичнее. Ведь Ибрахим, алейхиссалям, отрекся от них, отрекся до того, как отрекся от их тагутов. И Аллах назвал это прекрасным примером. Но нигде и никто из них не говорил, что отречение от мушриков и такфир им не является условием куфр бит тагут. Достаточно отречения чисто от их объектов поклонения, то есть от тагутов. Как это говорят эти невежды наших дней. Вы просто не найдете такого разделения, и они вам никогда не приведут, кроме как каких-то общих текстов, которые они сами толкуют как хотят. Потому что они опять-таки сами выдумали и установили для себя это религией. А мы должны что делать? Мы должны возвращаться к нассам, Коран, Сунна, в понимании салафу хадихил умма. Не к пониманию фулана ибн фулана. Нет, у нас есть Коран, Сунна, и мы должны его брать в понимание имамов этой религии, понимание сподвижников, табиинов и тех, кто последовал за них, и от имамов этой религии, от ахлю сунна валь джамаа. И говорит Мухаммад ибн Абдул-Ваххаб: ووسم تعالى أهل الشرك بكفر فيما لا يحصى من الآيات فلا بد من تكفيرهم أيضا. الله أكبر. وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل لله شريكا في عبادته، كما في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فقوله وكفر بما يعبد من دون الله تأكيدا للنفي، فلا يكون معصوم الدم والمال إلا بذلك، فلو شك أو تردد لم يعصم دمه وماله. Всевышний Аллах заклеймил совершающих ширк неверием во многочисленных аятах. Необходимо и для верующего также выносить им такфир. И это и есть смысл слов «Ла иляха илляллах». Это и есть что? Искренние слова, истинные слова. И не принимается эта шахада «Ла иляха илляллах», кроме как с такфиром мушриков. Как об этом упоминается в достоверном хадисе, что «Ман каля ла иляха илляллах ва кафара бима ю'баду мин дуниллах харума малуху ва дамух». Неприкосновенно имущество и жизнь того, кто сказал «Ла иляха илляллах». Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и отрекся от всего, чему поклоняются помимо Аллаха, то есть от тагутов. И он будет держать что? Ответ перед Аллахом, то есть его расчет у Аллаха. И слова «отрекся от поклонения всему, кроме Аллаха», то есть полное отречение тагута, отвержение тагута. И не будут запретны жизни и имущества, кроме как с этим. Любое же сомнение или колебание лишает неприкосновенности имущества и жизни человека. Эти слова имама передаются в Ад-Дура Русания во втором томе, в 205 и 206 странице. Так посмотри же, о брат Муахид, посмотри же, о уважаемая сестра Муахида, как же имам разъяснил, что шахада не будет действительно, кроме как с такфиром и отречением от мушриков. Как этот далиль этому привел хадис, где говорится об отречении тагут от тагута. И мы выше прошли от аятов Ибрахима, алейхиссалям, что отречение от мушриков входит в отречение от тагута. Напротив, отречение от мушриков первичнее, чем отречение от тагута.
И этого тебе должно быть ясно, что отречение от тагута, куфр бит тагут, никак иначе включает в себя и отречение от его приверженцев, мушриков. И не будет она действительным, кроме как с этим. Кроме как с этим. Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: «Куль я айюхаль кафирун, ла а'буду ма та'будун, ва ла антум абидуна ма а'буд, ва ла ана абидум ма абадтум, ва ла антум абидуна ма а'буд. Лакум динукум валия дин». Скажи, о неверующие, я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь, а вы не поклоняетесь тому, кому я поклоняюсь. Я не поклоняюсь так, как поклоняетесь вы, а вы не поклоняетесь так, как поклоняюсь я. Вы исповедуете свою религию, а я исповедую свою религию. То есть вам ваша религия, а мне моя религия. Тут идет что? Тут идет отречение от тагута. Тут идет отречение от кафиров. Имам Ибн Каthир, рахимахуллах, в тафсире суры Аль-Кафирун говорит: «Шамиля кулля кафирин аля ваджхи л-арди, фатабарра'a минхум фи джами'и ма хум фихи, фаинна л-'абида ла будда лаху мин ма'будин я'будуху, ва ибадати яслукуха илейхи, фар-расулу ва атбa'уху я'будун Аллаха бима шар'аху, ولهذا كان كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، أي لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والمشركون يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله، ولهذا قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: لكم دينكم يعني الكفر ولي دين يعني الإسلام. Имам Ибн Каthир, рахимахуллах, делая тафсир суры Аль-Кафирун, говорит: это относится к каждому неверному на земле. То есть «Куль я айюхаль кафирун», скажи, о вы неверные, относится к каждому неверному на этой земле. Отрекаюсь от них, то есть от многобожников во всем, что они совершают. Если кто-то поклоняется, то обязательно, чтобы у него был объект поклонения и поклонение, которое он совершает. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, и последователи поклоняются одному Аллаху, как он узаконил. Поэтому значение свидетельства «Ла иляха илляллаху Мухаммаду Расулуллах» таково, что нету заслуживающего поклонения никого, кроме Аллаха, и нету пути, кроме пути Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. А многобожники поклоняются помимо Аллаха, путем, который Всевышний Аллах не узаконил. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал им: «Я не поклоняюсь то, чему поклоняетесь вы». И что, как поклоняетесь вы, я не поклоняюсь. «Лакум динукум, вам ваша религия, ай аль-куфр, валия дин, а мне моя религия, ай аль-ислам». То есть ислам, вам ваша религия, ваш куфр, а мне мой ислам. А мне мой ислам. И говорит шейх Мухаммад ибн Абдил Вахаб, рахимахуллах: «Ва ма'на аль-куфру бит-тагут ан табарра'a мин кулли ма я'будуна фихи Аллаха мин аль-джинни вал-инси ау шаджари ау хаджари ау гайри залик, وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبغضه ولو كان أنه أبوك أو أخوك. فأما من قال أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض السادة والقباب على القبور وأمثال ذلك فهذا كاذب في قول لا إله إلا الله ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت». الله أكبر. Имам Мухаммад ибн Абдил Вахаб, рахматуллахи алейхи, говорит: не веря в тагута, аль-куфру бит-тагут означает отрекаться от всего, чему поклоняются помимо Аллаха, будь это джин, или же человек, или же дерево, или же камень, или же что-нибудь другое, а также свидетельствовать о куфре и заблуждении этих людей. Ненавидеть таких людей, даже если это твой отец или брат. Что же касается того, кто заявляет: я никому не поклоняюсь помимо Аллаха, но я не выступаю против устазов, мушриков, мавзолеев и могил, которым они поклоняются, и тому подобные слова, то он лгал, когда свидетельствовал «Ла иляха илляллах», что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. На самом деле он не уверовал в Аллаха и не отрекся от тагута. Эти слова имама передаются в Ад-Дурра Русания во втором томе, страницах 121 и 122. Мы видим то, что имамы этой религии, ученые этой религии говорят, что
лабудда ан тукаффира аль-мушрикин, чтобы необходимо, чтобы ты выносил такфир мушрикам, ва тушхида алейхим биль-куфри вад-далаль, и чтобы ты свидетельствовал, ты говорил, что они являются кафирами и заблудшими, чему сегодня очень мало кто следует за этим. И сказал шейх Хамд ибн Атик, рахимахуллах, о словах Всевышнего Аллаха: وها هنا نكتهي بديعة في قوله إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، وهي أن الله تعالى قدم البراءة من المشركين العابدين غير الله على براءة من الأوثان المعبودة من دون الله، لأن الأول أحم من الثاني، فإنه قد يتبرأ من الأوثان ولا يتبرأ ممن عبدها، فلا يكون آتيا بواجب عليه. وأما إذا تبرأ من المشركين فإن هذا يستلزم البراءة من المعبوداتهم، وهذا كقوله تعالى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فقدم اعتزالهم على اعتزال معبوداتهم. وكذا قوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، وقوله: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فعليك بهذه النكتة فإنها تفتح لك بابا إلى عداوة أعداء الله، فكم من الإنسان لا يقع منه الشرك ولكنه لا يعادي أهله، فلا يكون مسلما بذلك إذا ترك دين جميع المرسلين. الله أكبر. الله أكبر. Обратите внимание на слова шейха. Он прекрасным образом разъясняет, он говорит, делая тафсир слова Аллаха, который сказал: мы отрекаемся от вас и от тех, кому вы поклоняетесь вместо Аллаха. Вот тут замечательная тонкость, а именно то, что Аллах поставил отречение от мушриков первее отречения от тагутов, которым они поклоняются наряду с Аллахом. Это потому, что первое важнее второго. Поистине, если человек отречется от тагутов и не отречется от тех, кто им поклоняется, то он не выполнил этим обязанность, которая лежит на нем. А если же он отречется от мушриков, то поистине это включает в себе и отречение от тех, кому они поклоняются, то есть от тагутов ихних. Как пришло это в словах Аллаха: «Я отдаляюсь от вас и от того, кому вы поклоняетесь, помимо Аллаха, и обращаюсь с мольбой к моему Господу, быть может, благодаря молитвам к моему Господу я не буду несчастен». Он поставил отдаление от мушриков первее отдаление от того, чему они поклонялись. Также Всевышний Аллах сказал: когда же он отдалился от них и от того, чему они поклонялись, помимо Аллаха. Также Всевышний Аллах сказал: если вы отдалитесь от них и от того, чему они поклоняются, помимо Аллаха, ты должен обратить внимание на эту тонкость. Поистине она открывает дверь вражды к врагам Аллаха. И сколько есть людей, которые не впали в ширк, однако они не испытывают враждебности в отношении тех, кто его совершает. Такие люди не могут быть мусульманами, ведь поистине они оставили религию всех посланников. Эти слова шейха передаются в Сабилу Наджати валь-Фикак мин муалатиль муртаддин в страницах 21 и 22. И вдумайся, как он ясно сказал: о дорогой мой брат, о уважаемая сестра, ты вдумайся, как он ясно сказал, и то, какая взаимосвязь между этими двумя вопросами, и то, какой из этих вопросов первичнее на основе слов Аллаха Субханаху ва Тааля. Так какой же еще далиль нужен для того, кому Аллах дал понимание, что невозможно отречься от тагута, кроме как с такфиром тех, кому поклоняются этим тагутам. И невозможно такфир мушрикам, бара'a мушрикам, непричастность к мушрикам, отдаление от мушриков, вместе с оставлением их тагутов, не вынесение такфир тагутам. Также невозможно выносить такфир тагутам, оставив их абидов, тем, которые им поклоняются, сказать то, что они нас не касаются, у них своя религия, у нас своя религия, как сегодня распространилась. Тот, кто так говорит и имеет такие убеждения, он не выполнил куфр бит-тагут, он не может называться мусульманином. И Абдурахман ибн Касим ан-Наджди, рахимахуллах, говорит относительно слов Аллаха Субханаху ва Тааля: «Валям яку миналь мушрикин», и не был он из числа многобожников, он говорит: «Фатабарра миналь абиди кабля аль-ма'буд, وضم إلى ذلك أن اعتزالهم فلم يكن منهم بأي اعتبار كان. قال تعالى:
وأعتزلكم وما تدعون من دون الله إلى قوله فلما اعتزلهم فهذا هو تحقيق التوحيد وبه تظهر مناسبة الآيات للترجمة حيث وصف خليله بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد وقد أمرنا بالتأسي والاقتداء به فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Аллаху Акбар. Ибрахим, алейхиссалям, отрекся от поклоняющегося не Аллаху, от мушрика, до отречения от самого объекта поклонения, до отречения от тагута. Вдобавок к этому он отдалился от них и не смешивался с ними ни с какой стороны. Всевышний Аллах сказал: «Я отдаляюсь от вас», то есть от мушриков, и от того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха. Потом только что от ваших идолов, от ваших тагутов. До слов Аллаха, когда он удалился от них. От кого? От мушриков. Вот оно истинное воплощение таухида. Этим становится ясно, для чего Аллах рассказывает об этих деталях его жизни. Аллах описал своего друга Халиля Ибрахима, алейхиссалям, этими качествами, как пример осуществления таухида с его стороны, для того, чтобы мы руководствовались его примером и подражали ему. Как это нам было приказано, в котором Аллах Субханаху ва Тааля сказал: прекрасным примером для вас были Ибрахим и те, кто был с ним. Они сказали своему народу: мы отрекаемся от вас и от тех, то есть тагутов, которым вы поклоняетесь вместо Аллаха. Мы отвергли вас, и между нами и вами установились вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете, что в одного Аллаха. Пока вы не уверуете в одного Аллаха. Эти его слова передаются в хашияту аля китаби таухид в 38 странице. И мы знаем, что Аллах, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, установил условия каждого поклонения. Установил условия каждого поклонения. Я думаю, иншаллах, мы сегодня на этом остановимся. И биидниллах, на следующем уроке перейдем на 11 главу, в котором является, что условия неверия в тагута. Условия неверия в тагута. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.